Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые слушатели нашего вебинара. Я надеюсь, меня слышно. Если вам хорошо слышно, все отлично видно, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Будем надеяться, что звук хороший. Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону или по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут бесплатную консультацию. Мы предлагаем рассмотреть и обсудить вместе с нами вот такие интересные вопросы. Об особенностях развития и воспитания слабовидящих детей, об организации совместной и самостоятельной деятельности с детьми, имеющими нарушение зрения, о противопоказаниях и путях преодоления различных трудностей, которые испытывает ребенок с различными зрительными диагнозами. О том, как развивается речь слабовидящего ребенка, как ее развивать, эту речь, как используя традиционные и инновационные методы и приемы. О том, как совершенствовать возможности детского организма, укрепить зрение, индивидуальное здоровье, сохранить правильную осанку, что очень важно для ребенка с нарушением зрения. О психологических особенностях слабовидящего ребенка, об играх и упражнениях, которые помогут детям стать более успешными, уверенными в себе и тем самым легче адаптироваться в социуме. Уважаемые родители, в ходе вебинара у вас есть возможность задавать в чате вопросы нашим специалистам. Мы обязательно на них ответим. Каждый появившийся на свет младенец воспринимает мир через слух, зрение и осязание. К сожалению, не каждому крохе природа благоволит, и иногда ребенок рождается с какими-либо нарушениями. Дети с нарушением зрения видят мир совсем по-другому. Нарушение зрения ограничивает двигательную активность детей, отрицательно сказывается на их физическом развитии, состоянии здоровья, овладении движениями, ориентировке в пространстве. Народная мудрость гласит: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Предлагаем вашему вниманию окунуться в мир глазами ребенка с нарушением зрения. Уважаемые слушатели, мы подобрали для вас наиболее часто встречающиеся зрительные нарушения. На первом слайде слева картинка, которую увидит человек без зрительного нарушения. Справа та же картинка, которую видит человек со зрительным диагнозом миопия. Обратите внимание, при миопии ребенок хорошо видит близко расположенные предметы и плохо удаленные. Ребенок с диагнозом миопия испытывает трудности в восприятии написанного на доске, утомляется при плохом освещении, видит предметы диффузно, то есть расплывчато. Ваш ребенок читает и пишет, низко наклонив голову, не может быстро переводить взор вдаль и вблизь. У ребенка с миопией нарушается сумеречное зрение. Внимание, уважаемые родители! Если у вашего ребенка диагноз миопия, то ему категорически противопоказаны прыжки, резкое сотрясение тела, длительные наклоны вниз. Зрительная нагрузка у вашего ребенка должна быть минимальная. Следующий слайд – гиперметропия, то есть дальнозоркость. При гиперметропии ребенок видит плохо как вблизи, так и вдали расположенные предметы. У ребенка с дальнозоркостью сужено поле обзора, трудно читать, он пишет узкие буквы. Малыш быстро утомляется, могут возникать головные боли и неприятные ощущения в глазах. Внимание! Если у вашего ребенка диагноз гиперметропия, то ему категорически противопоказана работа вблизи.
Амблиопия. Формы понижения остроты зрения. Ослабление зрения при отсутствии видимых повреждений глаз. Причинами амблиопии являются функциональные расстройства зрительного анализатора. Если амблиопия – врожденное нарушение, то ребенок не знает, что может видеть мир как-то по-другому и воспринимает окружающий его мир как норму, поэтому он сам жаловаться на зрение не будет. Ребенок с диагнозом амблиопия испытывает трудности в восприятии логически связанных сюжетов, в выполнении практических действий, в ориентировке в пространстве, во владении сенсорными эталонами. Ребенку свойственна фрагментарность, искаженность зрительного восприятия. Астигматизм – это дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, вследствие чего человек теряет способность к четкому видению. Ребенок с диагнозом астигматизм испытывает трудности при чтении, при соединении элементов букв, линий в чертежах и в рисунках, роняет канцелярские принадлежности, так как не видит четкой границы стола или других плоскостей. Косоглазие – нарушение в симметричном положении глаз, при взгляде прямо или других направлениях взора, сходящиеся или расходящиеся, бывает косоглазие. Ребенок испытывает трудности при направлении взгляда на объект. Нет четкого видения предметов. Уважаемые родители, позвольте напомнить вам несколько очень важных требований, которые необходимо соблюдать при подборе наглядного материала для игр и занятий с ребенком, имеющим те или иные нарушения зрения. Это обязательное наличие различных плоскостей рабочих поверхностей – горизонтальная, вертикальная, наклонная. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия, быть яркими, красочными, насыщенными по цвету. В основном используются красный, оранжевый, желтые цвета. Материалы и пособия должны иметь матовую, не отражающую поверхность, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, объектов или явлений окружающего мира. Дети с нарушением зрения хуже, чем их нормально видящие сверстники, ориентируются в пространстве. Наблюдаются неточности представлений о форме, цвете, величине, проблемы зрительной памяти, пространственного восприятия. И лучший способ обучения ребенка – это, конечно же, игра. Предлагаем вашему вниманию игры, которые помогут вашему ребенку справиться с вышеперечисленными трудностями. Итак, можно предложить ребенку назвать предметы, например, красного цвета. Эта игра поможет развить представление о цвете предмета, о развитии зрительного восприятия. Назови предметы треугольной или круглой формы. Эта игра поможет развить представление о форме предметов. Игра 9 квадратов. Эта игра направлена на развитие ориентировки на плоскости бумаги, на плоскости листа. Предложите ребенку назвать, что в середине, что в правом верхнем углу, что в левом нижнем углу и так далее. Следующая игра «Чего не стало?». Эта игра поможет развить зрительное внимание, память ребенка. Предложите ребенку посмотреть внимательно на слайд и запомнить все предметы. А теперь предложите ребенку закрыть глазки и не открывать, пока вы не досчитаете до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Открываем глазки. Чего не стало на картинке? Пропали шарики. Правильно, молодец. А ты вспомнишь цвет шарика? Если ребенок назовет, что шарики были желтые, красные, синие, очень хорошо. Подобные игры можно проводить с настоящими предметами, разложив их перед детьми,
попросить их отыскать дома или взглядом на улице. Принцип преподнесения материала от простого к сложному. Можно начинать с предъявления 3-4 предметов, постепенно увеличивая их количество. Есть еще одна игра, очень распространенная, в которой можно играть на улице. Что находится близко от тебя? А что находится далеко? В подобные игры можно гулять по дороге в детский сад или даже дома, глядя в окно, сидя на диване, и посмотреть, что у вас находится в комнате. Знакомая всем игра «Найди отличия». Необходимо найти отличия между картинками. Эта игра развивает зрительное внимание, память, умение сравнивать. Уважаемые родители, вам также могут быть полезны советы учителя-логопеда. Развитие красивой, правильной речи – вот чем стоит заниматься с ребенком ежедневно. Предлагаю вашему вниманию рекомендации учителя-логопеда нашего учреждения Тихоновой Татьяны Григорьевны. Я приветствую всех участников вебинара. Доброе утро, Татьяна Григорьевна. И хочу напомнить еще раз, что проблема речевого развития детей с нарушением зрения чрезвычайно актуальна. Овладение речью имеет огромное значение для развития всех сторон психического развития такого ребенка. Многие взрослые считают, что развитие речи – дело очень трудное. Что, если вы согласны с этим, напишите, пожалуйста, в чате. Поставьте плюс. Некоторые взрослые считают, что для развития речи ребенка надо обязательно купить горы литературы, тщательно и длительно проводить с ним дома уроки, почти как в школе, относиться к этому очень серьезно. И при этом не факт, что ребенку это будет интересно. Развитие речи ребенка в семье проходит лучше всего в совместной деятельности. Создание ролика – вот прекрасная возможность провести вместе время. Почему бы не попробовать стать режиссером? А если за дело взяться с интересом, это поможет ребятишкам развить речь и создать радостную обстановку дома. А просмотр своего фильма позволит окунуться в незабываемый момент совместной деятельности. Попробуем? Итак, шаг первый. Идея. Без идеи не стоит начинать ни одно дело. Правило касается и того, как правильно снять ролик. Совершенно неважно, снимается это домашнее видео или настоящий блокбастер. Любой ролик – это произведение искусства, требующее вдохновения, точного осознания того, какую историю вы рассказываете. Наша идея – сделать подарок для любимых родственников. И отличным решением станет создание ролика собственного производства. Шаг второй. Идея сформирована, но только в целом. Чтобы воплотить ее в жизнь, требуется сценарий. Это довольно сложное дело, требующее львиной части времени при организации съемок. Сценарий должен точно отображать и действия, и реплики актеров. Он должен захватывать с первых своих страниц, как настоящий блокбастер. В основе сценария может лежать любимая сказка ребенка или у родителей. На первых порах удобно взять сказку с небольшим количеством персонажей и атрибутов. Выбираем русскую народную сказку «Курочка Ряба». Найдите, пожалуйста, эту сказку в иллюстрированной книге и предложите ребенку рассказать ее. Попросите малыша внимательно рассмотреть иллюстрации, перечислить всех персонажей, описать внешний вид героев, характер и настроение. Для написания сценария сказку надо разделить на небольшие сцены, а затем определить место съемки, например, зал, атрибуты. Необходимо написать реплики актеров. На семейном совете распределите роли. Например, папа может играть роль дедушки, хотя роль бабушки тоже не исключена. Мама, кроме актрисы, может попробовать профессию костюмера, визажиста, оператора. Дошкаленок же может выступать в разных ролях. Это и голос за кадром, и курочка Ряба, и мышка. Ура! Сценарий готов. Приступаем к записи сцен. Мой опыт говорит о том, что сцены могут записываться не в строгой последовательности. Если папа днем находится на работе, запишите те сцены, где нет его роли. Шаг третий. Съемка. Для снятия материала подготовьте, пожалуйста, место съемки для данной сцены. Расставьте атрибуты. Уточните обязательно, достаточно ли освещение. Это очень важный момент при съемке. Можно использовать любые кружки.
Можно даже настольные готовые театры по детским сказкам. Дайте маленькому актеру возможность повторить текст, обыграть сюжет, сказать реплику, меняя интонацию, выражение лица и позу. Попросите говорить, четко произнося звуки, следите за его интонацией. Постарайтесь сделать все, чтобы малыш поборол свою стеснительность. Хвалите малыша. Смейтесь вместе с ним. Образно и ярко играйте свою роль. Дайте пример того, как чем раскрепощеннее он чувствует себя во время записи сцены, тем интереснее будет зрителю, и тем больше положительных эмоций он испытает сам. Чтобы заинтересовать ребенка игрой, не стоит ругать его или пытаться довести его актерские данные до совершенства. Это же не так важно, вам же важен сам процесс. Дайте возможность маленькому актеру руководить сценой. Конечно, хорошо, если актер будет знать свои слова наизусть, но импровизация тоже приветствуется. Съемка всегда забирает очень много времени. Не бойтесь ошибок, снимайте отрывки еще и еще раз. Будьте уверены, с каждым дублем будет все лучше и лучше. Такое семейное времяпровождение вам придется по душе. А между тем малыш будет учиться красиво говорить, грамотно выражать свои мысли, выгодно презентовать себя перед окружающими. Шаг 4. Просмотр отснятого материала и отбор. Когда материалы будут отсняты, вам предстоит в семейном кругу провести их отбор, ведь вы уже снимали по несколько дублей. Совместно посмотрите внимательно все сцены, обсудите и выберите только те, которые вам больше всего понравятся. Дайте возможность ребенку высказаться. Внимательно слушайте все аргументы его «за» и «против». После обсуждения нужно будет ставить отснятые части в проект. Для этого можно найти в интернете программу «Киностудия», вот я ее давно пользуюсь, или видеомонтаж. Есть другие какие-то программы, неизвестные пока мне. Уважаемые участники, если вам известны другие программы для создания фильмов в домашних условиях, поделитесь, пожалуйста, в чате. Я думаю, что будет интересно всем родителям и вам тоже. После того, как отснятые части будут в проекте, надо будет делать красивые переходы. Вы всему это научитесь, когда будете знакомиться с этой программой. Добавьте звуковое сопровождение и сохраните проект. Обязательно в титрах напишите всех, кто принимал участие в съемках. Процесс создания ролика – дело интересное и требующее большого количества времени и внимания к мелочам. Но пусть это не отталкивает начинающего режиссера, желающего снять свой ролик в домашних условиях. Желаю вам успехов и радостного общения с детьми. На слайде вы увидите ресурсы, которые вам пригодятся при создании фильма. Уважаемые участники вебинара, если вам понравилась идея развития речи дошколят в совместной деятельности в проекте «Сам себе режиссер», напишите в чате, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Я очень надеюсь, что советы пригодятся нашим слушателям и будут очень активно использоваться, почти в каждой семье. Благодарю вас. Уважаемые родители, я думаю, не секрет, что физическая активность – одно из важнейших условий жизни и развития человека. Для развития физических качеств и способностей, совершенствования функциональных возможностей организма, укрепления зрения, здоровья, предлагаем детям и взрослым отдохнуть и выполнить несколько упражнений в домашних условиях, которые помогут вам и вашему ребенку быть более здоровыми и сохранить правильную, красивую осанку. Уважаемые родители, постарайтесь стать примером своему ребенку в выполнении упражнений и делайте их вместе с ним. Все упражнения выполняются под бодрую, веселую музыку. Вы готовы? На зарядку становись. Первое упражнение – велосипед. Упражнение это выполняем 6-8 раз. Лежа на спине и прижав руки к туловищу, поочередно поднимаем левую и правую ноги, сгибая их в коленях. Внимание! Рекомендуется снизить количество повторений для детей с частичной атрофией зрительного нерва. Следующее упражнение – плавание. Данное упражнение выполняем тоже 6-8 раз. Лечь на живот, руки положить перед собой, на них положить голову. Приподнимать голову и плечи, насколько это возможно. Внимание!
Рекомендуется снизить количество упражнений для детей с миопией, близорукостью, а также не делать резких движений головой. Упражнение «Рыбка». Лечь на живот, положить подбородок на руки, отвести руки назад и максимально их поднять. То же самое необходимо сделать с ногами. Для детей с миопией, близорукостью и частичной атрофией зрительного нерва при выполнении упражнений нельзя делать резких движений головой и следует снизить количество выполнения упражнений. Упражнение «Игра с морской галькой». Сесть на коврик на полу, ноги согнуть, стопы поставить параллельно. Захватывать пальцами ног камушки. Их можно купить в магазине. Или такие предметы, как пластик, ракушки, пробки от бутылок. Упражнение «Футболисты». Для выполнения упражнения можно использовать несколько мячей, от маленького до средних размеров. Сидя на стуле, нужно захватывать стопами мяч и поднять его как можно выше. Покатать мяч попеременно правой и левой ногой. Взять мяч, положить его на ногу и постараться продержать его как можно дольше, не роняя. Подложить мяч под стопу и прокатывать его под стопой. Прокатывать мяч между стопами, сидя на стуле. Разложить вокруг себя несколько мячей на равном расстоянии и захватывать их обеими ступнями, менять мячи местами. Не забывайте прослеживать вместе с детьми за своими действиями. Это очень полезно для глаз. Не ругайте своего ребенка, если он делает что-то не так. Постарайтесь, чтобы он выполнял упражнения охотно, тогда желание сможет перерасти в привычку. Подчеркивайте, пусть и маленькие, но такие важные достижения ребенка. Во время выполнения упражнений радуйтесь музыке, возможности общения, улыбайтесь друг другу и поддерживайте друг друга во всех начинаниях. А я представляю слово педагогу-психологу нашего учреждения Санцовой Альбине Ивановне, которая расскажет нам о путях преодоления трудностей слабовидящего ребенка в социализации. Доброе утро, Альбина Ивановна. Доброе утро. Нарушения зрения в детстве, вне зависимости от его степени, всегда выступают аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Какой же он, слабовидящий ребенок? В развитии слабовидящего ребенка можно отметить 3 характерные особенности. Первое заключается в некотором общем отставании развития слабовидящего ребенка по сравнению с развитием нормально видящего, что обусловлено меньшей активностью при познании окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области познавательного развития. Вторая особенность развития слабовидящего ребенка состоит в том, что периоды развития слабовидящих детей не совпадают с периодами развития нормально видящих. До того времени, пока слабовидящий ребенок не выработает способов компенсации слепоты, представления, получаемые из внешнего мира, будут неполны, отрывочны, и ребенок будет развиваться медленнее. По темпу развития слабовидящие дошкольники могут максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от них. Третьей особенностью развития слабовидящего ребенка является диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции стороны личности, которые менее страдают от отсутствия зрения, ну, например, речь или мышление, развиваются быстрее, хотя и своеобразно, а другие более медленно. Это движение, овладение пространством. Отсутствие зрительного контроля над движениями усложняет формирование координации движений. Вследствие этого движения слабовидящих дошкольников скованы, некрасивы, неуверены и нет точности в их выполнении. В дошкольном возрасте слабовидящий ребенок импульсивен, так же, как и нормально видящий. Но при слабовидении импульсивность проявляется более резко и сохраняется при этом в более старшем возрасте.
так как нормально видящему импульсивность уже не характерна. Импульсивность таких детей наиболее ярко проявляется в том, что во время занятий они не умеют регулировать свое поведение. Отмечаются закономерные изменения в сфере внешних эмоциональных проявлений. Все выразительные движения при глубоких нарушениях зрения ослаблены. Даже выразительные движения, сопровождающие состояние горя, радости, гнева, проявляются при глубоких нарушениях зрения в весьма ослабленном виде. Исключение составляют только оборонительные движения, сопровождающие, например, переживание страха. Дети с нарушением зрения при разговоре часто кажутся странными, потому что как бы наступают на собеседника. Это вызвано желанием разглядеть его. И если собеседник отступает, то дети двигаются за ним. Слабовидящий ребенок может с интересом слушать собеседника, подперев голову рукой. В такой позе их часто можно увидеть на любимых занятиях в детском саду. Но нормально видящими людьми такая поза воспринимается как выражение скуки и утраты интереса. И это может приводить, да и приводит к взаимонепониманию детей со зрительными заболеваниями с нормально видящими детьми. Взгляд в сторону у слабовидящего может быть вызван глубоким нарушением зрения. Например, человек с боковым полем зрения при рассматривании собеседника может направлять взгляд в сторону, так как на собеседника в таком случае будет направлена видящая часть глаза. Но такой взгляд зрячими воспринимается как выражение сомнения и подозрения. В связи с этим выделяются несколько проблем, с которыми могут столкнуться и родители, и педагоги, и дети. Первое – это коммуникативное, особенно актуальное для домашних детей. Трудности адаптации ребенка к детскому саду выражаются в неумении подчинять свои интересы коллективным, делиться гостинцами, игрушками, сопереживать неудачам товарищей или радоваться их успехам, уметь сотрудничать и кооперироваться в работе. Для слабовидящих детей наиболее характерны эмоциональные нарушения в поведении, так как дети с нарушением зрения поддерживают связь с окружающим миром на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники, наряду с общими типологическими особенностями развития, имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. В общении с людьми слабовидящий ребенок использует полисенсорный характер восприятия. В некоторых случаях при знакомстве с людьми и окружением у ребенка возникает страх при встрече с новыми предметами. Процесс общения при нарушении зрения является серьезной проблемой и сложно решается. Особенно тяжело при нарушениях зрения является формирование неречевых средств общения. Причиной этого нечеткость образа восприятия человека и трудности подражания экспрессивно-мимическим выражениям нормально видящих людей. Для многих слабовидящих детей характерна скованность движений, стереотипия поз, заученность и однообразность выражения эмоциональных состояний. Многие дети проявляют вербальное, а не практическое понимание правильных жестов, действий в общении с детьми и взрослыми. Имеются также недостатки в развитии эмоциональной сферы. Дети бывают импульсивны, агрессивны, могут проявлять и физическую агрессию, и вербальную, также тревогу, не используют эффективные способы регуляции собственного поведения. Какие же можно дать рекомендации родителям по развитию дошкольников с нарушением зрения? Старайтесь не пропускать занятия в детском саду без уважительной причины. Постоянно разговаривайте с детьми. Комментируйте все свои действия. Например, мы с тобой сейчас оденем кофточку, а теперь бери брюки и одевай. Постоянно разговаривая с ребенком, вы способствуете его речевому и психическому развитию. Родители должны говорить очень медленно, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их и вдуматься в содержание.
Не следует торопить детей с их ответами. Можно дать ему на обдумывание пару минут. Развивайте руки ребенка с раннего возраста. Собирайте разрезные картинки, лепите из пластилина, собирайте детали конструктора. Учите застегивать крупные пуговицы. Учите ребенка положительно реагировать на взрослых, педагогов, выполнять требования, убрать игрушки, выполнить режимные моменты. Старайтесь уделять детям постоянное внимание, но не опекайте их чрезмерно. При развитии умения общаться слабовидящих детей важно соблюдать правила в семье. Повторяйте свою просьбу одними и те же словами несколько раз. Установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи. Помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. Избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных требований к ребенку. При развитии позитивных навыков в поведении слабовидящих детей не прибегайте к физическому наказанию, а если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то целесообразно использовать такой прием, как тайм-аут. Ребенок находится в определенном месте после совершения проступка столько времени, сколько ему лет. Например, 1 минута равняется 1 году жизни. Если ребенку 3 годика, значит он в определенном месте находится 3 минуты. Но все-таки лучше чаще хвалить ребенка, расширять обязанности, предварительно их обсудив. Не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, возрасту и способностям. Не давайте одновременно несколько указаний. Помните, что для ребенка с нарушением зрения наиболее действенными будут средства убеждения через тело. Это может быть лишение удовольствия или лакомства, или запрет на приятную деятельность, или прогулку, или прием выключенного времени, когда досрочно ребенок отправляется в постель. Важно при процессе общения с детьми, важно родителям показать, что вы его принимаете таким, какой он есть. Старайтесь употреблять такие выражения. Ты у нас самый любимый. Мы тебя любим таким, какой ты есть. Какое счастье, что ты у нас есть. Помните, что каждое ваше слово, мимика, жесты, интонация, громкость голоса несут ребенку сообщение о его самоценности. Стремитесь создать у вашего ребенка высокую самооценку, подкрепляя его словами «Я радуюсь твоим успехам». Помните, что многие из тех установок, которые ребенок получает от вас, родителей, в дальнейшем определяют его поведение. Не говорите ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали. Помните, что нужно адекватно реагировать на проступки детей, выяснить причину, почему он так сделал, и постараться его понять. При организации взаимоотношений с детьми в процессе общения необходимо преодолевать барьер занятости, барьер взрослости и барьер воспитательных традиций. Если ребенок забывает говорить речевые этикетные формулы при развитии коммуникативных умений детей, то вы, взрослые, должны ему об этом напомнить. Сынок, поздоровайся с тетей. Для развития умения понимать настроение и чувства другого предложите ребенку понаблюдать за кем-нибудь из родственников. Посмотри внимательно на маму. Как ты думаешь, что она чувствует? А давай придумаем, как можно ее развеселить. Для развития у детей чувства эмпатии используются различные сюжеты сказок. Важным условием социализации детей с нарушением зрения выступает умение детей сотрудничать, сопереживать друг другу, вырабатывать командный дух, взаимовыручку и веру в успех. И как это делаем мы в нашем учреждении, вы узнаете, просмотрев ролик игрового сеанса «3 ступеньки к успеху». Желаю вам приятного просмотра.
Уважаемые слушатели, по любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут бесплатную консультацию. Записаться на консультацию можно по телефону или по электронной почте, которые вы видите на экране. Уважаемые родители, коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам хочется надеяться, что мы помогли вам посмотреть на мир немного по-другому, посмотреть глазами ребенка, имеющего нарушение зрения. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания.